Важнейшая роль по формированию подрастающего поколения экологического мировоззрения отводится педагогам. Поэтому именно на базе педагогического колледжа города для учащейся молодежи прошла Всероссийская научно-практическая конференция по экологическому образованию. Год был объявлен годом экологии в России и в нашей республике. Год особо охраняемых природных территорий. Поэтому во всех научных учреждениях, во многих вузах проходят научно-практические конференции разного уровня, международные, всероссийские, региональные. А вот то, что сегодня эта конференция проходит в стенах Сибайского педагогического колледжа, это явление, конечно, очень радостное, потому что экологическими проблемами должен озадачиваться каждый человек, особенно учитель. Программа конференции на тему «Экологические проблемы современности» предусматривала проведение пленарного заседания и тематических секций. Работа последних проходила по двум направлениям – проблема формирования экологической культуры подрастающего поколения и эколого-гигиеническое состояние окружающей среды региона. Авторами исследовательских проектов и их руководителями для обсуждения были подняты самые разнообразные вопросы, связанные с экологическим туризмом, проблемой утилизации бытовых отходов, сохранения животного и растительного мира, ролью искусства и физической культуры в формировании экологического сознания современной молодежи. Тема моего выступления – развитие скоростно-силовых качеств у детей 11-12 лет на занятиях волейбола, то есть связано с секцией волейбол. Я представляю Сибайский педагогический колледж, и тема моей исследовательской работы – богатство вокруг нас. То есть мы, люди, не замечаем то, что богатство – это природа, это яшма, то есть объект моей исследовательской работы – это яшма. Тема моего сегодняшнего выступления – роль командных игр и формирование экологической культуры школьников. Сегодня буду рассказывать о экологической культуре, о здоровом образе жизни и о командных играх, разных тренировочных процессах. Все выступления были актуальны как для жителей нашего города, так и региона в целом. Свои теоретические положения исследователи подкрепляли практическими выводами. Всего руководителями секций было заслушано более 20 научных докладов. Победителям конференции были вручены дипломы. Это наш первый опыт Всероссийской конференции, посвященная экологическим проблемам в современности. Почему мы именно решили провести эту конференцию? Так как основа научных исследований закладывается именно первые годы студенчества. В нашем колледже мы на первых, на вторых курсах работаем над первыми шагами в науку. Именно наши студенты пишут рефераты курсовые, а уже более углубленно занимаются наукой на третьих, четвертых курсах. Заявки были из регионов Челябинской области, Оренбургской области, районы Зауралья, Баймакский район, Хайбулинский район, Зилаирский район. Это нас очень обрадовало, то, что были такие заявки. Также в нашей конференции вообще участвовало 1 академик наук, 5 докторов наук, 7 кандидатов наук, преподаватели наши, студенты, школьники. И участникам, и слушателям конференция позволила понять, что благополучие человечества зависит от того, насколько глубоко люди осознают серьезность своего воздействия на окружающую среду. Ирина Оренбургина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.